Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Послушайте несколько интересных фактов о героях нашего сегодняшнего урока. Угадайте, о чем идет речь? Когда-то очень давно они носили совсем другие имена. Там, где они когда-то проживали, сейчас мы встречаем беглые гласные. Одна из них вызывала всеобщий гнев. Ее называли бездельницей, лодырем, дармоедкой. За свою долгую жизнь они успели сменить не только имена, но и роли. Теперь они вовсе не обозначают звуков, но без них наша речь звучала бы странно и смешно. Это буквы твердый знак и мягкий знак. Раньше они обозначали гласные звуки, похожие на О и Э, и назывались ер и ерь. Но со временем они исчезли, и на их место встали буквы О и Е. Ер еще долго писали на конце слов после твердых согласных, хотя звука он больше не обозначал. Поэтому за ненадобностью, а еще, чтобы сэкономить бумагу, от него решено было отказаться. Как вы убедились, у букв твердый знак и мягкий знак долгая и интересная история, и немного загадочная. Однако их приключения продолжаются и по сей день. Они вызывают сомнения у школьников. Какую из них писать? И стоит ли вообще писать? Необычно и то, что современные их названия, если задуматься, совершенно им не подходят. Потому что мягкий знак служит не только для обозначения мягкости, а твердый вовсе не обозначает твердость. Вспомним сегодня, какова их роль. Тема урока – употребление букв твердые и мягкие знаки. Подведение итогов года. Сегодня мы поговорим о том, в каких случаях и с какой целью употребляются твердый знак и мягкий знак. Какую роль играет школа в жизни человека? Что общего у собак и каникул? Чему вы научились в 5 классе и что вам еще только предстоит узнать? Послушайте сочинение вашего ровесника. Определите, какие из представленных фотографий могут проиллюстрировать каждую его часть. Моей школе больше 40 лет. Это трехэтажное кирпичное здание прямоугольной формы. Перекрывает подъезд к школе шлагбаум для нашей безопасности. К главному входу ведет высокое крыльцо с колоннами. В школе учатся более 1000 учеников. Школа у нас трехязычная. Младшие классы учатся на 1 этаже, а старшеклассники на 2 и 3. В просторном вестибюле висит расписание занятий, доска объявлений. На 1 этаже расположена библиотека и читальный зал со множеством серьезных и занимательных книг. А в конце коридора находится столовая, где пекут вкусные булочки, оладьи, пирожки. Рядом медпункт, где можно получить первую помощь. На 2 этаже актовый и спортивный залы. А на 3 этаже есть живой уголок. В нем обитают попугаи, еж и черепаха. Классные комнаты у нас светлые, с высокими окнами. Их стены большей частью украшены вьющимися цветами. Школа дорога всей моей семье, потому что ее закончили мои родители. Скоро пойдет учиться братишка. А какая у вас школа? Как бы вы ответили на вопрос автора сочинения? Что значит ваша школа для вас и вашей семьи? Вам, наверное, часто говорят, что школа – это ваша работа. Вы удивитесь, но изначально слово «школа» в переводе с греческого языка означало отдых, досуг, отдыхать от работы. Дело в том, что в свободное от работы время греки предпочитали посещать беседы философов, узнавать что-то новое. Это и называлось школой.
Школа – это не только уроки и домашние задания. Здесь вы не только приобретаете знания, раскрываете свои таланты и способности, но и находите лучших друзей на всю жизнь. Иногда школа становится семейной, когда выпускники приводят в свою школу сначала детей, а потом и внуков. Воспоминания о школьных годах есть у каждого взрослого человека. Надеюсь, и вы будете вспоминать эти годы с улыбкой. Думаю, вам было легко и интересно слушать сочинения вашего ровесника. А с какими трудностями он столкнулся при написании? Рассмотрим текст внимательно и определим, какие ошибкоопасные места подстерегали автора сочинения. Рассмотрите внимательно первый абзац текста. По каким орфограммам можно распределить слова с пропусками? В словах трехэтажная, подъезд, орфограмма разделительный твердый знак. Твердый знак пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими два звука. Перед другими гласными и согласными разделительный твердый знак не пишется. В словах больше, кирпичное, прямоугольный, крыльцо мягкий знак для обозначения мягкости. В сочетании ЧН мягкий знак не пишется. В этих словах твердые и мягкие знаки помогают передать на письме особенности произношения. Рассмотрим второй и третий абзацы. Выпишите из текста слова с пропусками в таблицу по орфограммам. Разделительный твердый знак, разделительный мягкий знак для обозначения мягкости. Разделительный твердый знак, слова трехязычная, объявлений. Разделительный мягкий знак, третьим, серьезных, оладьи, частью, вьющимися, семье. Мягкий знак для обозначения мягкости в словах читальный, занимательных, булочки, большей, закончили. В сочетаниях Ч с другими буквами мягкий знак не пишется. Какие слова не вошли в таблицу? Какие в них встречаются орфограммы? В этих словах выбор правильного написания зависит от их принадлежности к той или иной части речи. В существительных мягкий знак пишется в третьем склонении, а во втором и в первом склонении не пишется. Например, помощь с мягким знаком, существительное третьего склонения. В глаголах мягкий знак пишется в неопределенной форме, а в форме третьего лица не пишется. Например, братишка пойдет учиться, неопределенная форма пишется с мягким знаком. Они учатся, он учится, она находится, третье лицо, без мягкого знака. Поиграем. Отгадайте ребус. Это приятное слово «каникулы». Сегодня ему посвятим рубрику «Слово дня». Каникулы. Существительное не имеет формы единственного числа. Это перерыв в занятиях, в учебных заведениях
И в некоторых странах перерыв в работе парламента. Весенние каникулы. Учащиеся ушли на каникулы. Парламентские каникулы. Синонимы к слову отдых, отпуск, перерыв. Единственное однокоренное слово прилагательное каникулярный. Этимология слова связана с собакой, но не обычной, а звездной. Каникула по латыни собачонка. Так римляне называли самую яркую звезду в созвездии Большой Пес. Мы знаем ее под греческим названием Сириус. Диас каникулярис или собачьи жаркие дни. Так называли период, когда Солнце находится в созвездии Пса. В это время созвездие видно очень хорошо. Из-за жары в эти дни в Риме объявляли перерыв в работе и занятиях. А у вас уже есть планы на летние каникулы? Попробуем их приблизить. Выполним еще несколько заданий. С каждым успешно выполненным заданием будет загораться звезда в нашем созвездии. Прочитаем еще один текст. Подумайте, к какому стилю речи он относится. Внимание! Хочешь интересно провести летние каникулы? Приходи в клуб активных и инициативных. Кабинет номер 8, первый этаж. Мы будем оказывать помощь нуждающимся, стричь школьные газоны, а потом вместе читать книги и совершенствовать свою речь, петь, танцевать, играть в мяч. А также ты сможешь предложить свои идеи, и мы их обязательно поддержим. Вместе мы можем многого достичь. Каждый день не будет похож на предыдущий. Ты еще думаешь? Как вы определили стиль и тип текста? По типу речи это описание. В данном случае описание возможных действий в клубе. В тексте мы видим повышенную эмоциональность, оценочность, множество глаголов, побуждающих к действию, обещания и утверждения, риторические вопросы и восклицания. Все это признаки публицистического стиля. А какие признаки официально-делового стиля есть в этом тексте? Он информативный, обращен к широкой аудитории и содержит определенную структуру, свойственную рекламе. Призыв, перечисление возможностей, новый призыв. Именно такую структуру имеет любая реклама. Какие орфограммы мы встретили в тексте? На какие группы их можно распределить? Орфограммы – мягкий знак в различных частях речи. Мягкий знак в именах существительных – это слова «этаж», «помощь», «речь», «мяч». Мягкий знак в глаголах – «хочешь», «стричь», «сможешь», «достичь», «думаешь». В именах прилагательных – «похож». Мы вспомнили еще две орфограммы. Мягкий знак пишется у глаголов во втором лице единственного числа. И в именах прилагательных на шипящий мягкий знак не пишется. Подытожим. Соберите таблицу орфограммы с буквами твердый знак и мягкий знак. Разделительный твердый знак и мягкий знак. Объявление. Друзья. Мягкий знак для обозначения мягкости. Больше, точный, степь. Правописание кратких имен прилагательных. Свеж, тягуч, могуч. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных.
в печь, на пляж, с крыш. Мягкий знак в неопределенной форме глагола – подниматься, беречь. Мягкий знак в глаголах во втором лице единственного числа – встретишь, напомнишь. Дополните свой личный справочник этими орфограммами. Поиграем. Соберите из слов пословицы. Что твердо выучишь, долго помнится. Учиться всегда пригодится. Больше узнаешь, сильнее станешь. Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не учишься. Что объединяет эти пословицы? Все они говорят о важности учения, о том, что прочные знания делают человека сильным, открывают для него много возможностей. Не знать чего-то не стыдно. Стыдно, если и не хочешь узнать. В 5 классе вы узнали много полезного о том, как стать грамотным человеком. Умение грамотно говорить и грамотно писать складывается из многих слагаемых. Для этого важно знать особенности произношения, знать правила, по которым слова сочетаются в речи, знать, как строить собственный текст. В течение года вы постепенно овладевали этими секретами. Вспомните, с какими разделами науки о языке вы познакомились. Найдите их названия, решив филворд. Филворд – это особый вид кроссворда, в котором все буквы уже расставлены. Нужно соединить их слова. Слова в филворде соединяются слева направо, справа налево, можно двигаться вверх или вниз под прямым углом. Например, найдем вместе слово «фонетика». Названия разделов науки о языке: фонетика, орфография, лексика, фразеология, морфология, морфемика, синтаксис, пунктуация, словообразование, орфоэпия, стилистика. Разложите по полочкам названия разделов науки о языке и единицы языка, которые они изучают. Звуки изучает фонетика. Ударение и произношение изучает орфоэпия. Лексика изучает слова и фразеологизмы. Части слова или морфемы изучает морфемика. Способы образования слов изучает словообразование. Части речи интересуют морфологию. Словосочетание, предложение и текст изучает синтаксис. А стилистика изучает стили речи, типы речи и средства языковой выразительности. Рассмотрите, сколько пока еще неизвестного вам лежит на этих полочках. Сколько интересного вам еще только предстоит узнать. Но сначала
нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил. Говорят, когда падают звезды, надо загадывать желания. Добрые и искренние желания обязательно осуществятся, даже если звезды не настоящие. Я желаю вам прекрасных каникул и всего самого доброго. До свидания.